Алейкум, уважаемые телезрители. Итак, мы в гостях у человека, которого уже знает дагестанский телезритель, чья лучезарная и прекрасная улыбка озаряет сердца мусульман, чьи, может быть, небольшие, но очень содержательные проповеди побуждают следовать сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, мы в гостях у Мухаммада бин Абдурахмана ас-Сакафа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы хотели бы задать несколько вопросов и благодарны за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы давно занимаетесь даватом, то есть исламским призывом. На ваш взгляд, на чем должен строиться дават в наши дни, в современном мире, и какой дават, исламский призыв, наиболее действенен сегодня? Хвала Аллаху, да благословит Аллах и приветствует нашего господина, посланника Аллаха, его семейства, сподвижников и всех последователей. Сфера призыва к Аллаху очень обширна, но в наше время самое важное для нас в этом деле — познакомить людей с Всевышним, Субхану ва Тааля, посредством установления с Ним хороших отношений, во всем следуя благородным принципам. Я имею в виду, что люди не нуждаются в обилии слов и речей. Нет, они нуждаются в познании своего Господа, Творца Субхану ва Тааля. И лучший путь к этому — через изучение нрава, принципов, качеств нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, описанных Всевышним Аллахом в своей книге. Всевышний сказал: «К вам явится посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается ради вас. Он добр и милосерден к верующим». Мы нуждаемся в понимании, и всякий, призывающий к Аллаху, должен относиться к людям с милосердием и через это милосердие приближать их к Аллаху. Мы должны относиться ко всем людям, особенно к молодежи, как к своим детям, самых далеких из них, отступившихся, находящихся в неведении, даже не мусульман, мы должны видеть их своими детьми, и если хотим приблизить их, быть с ними мягкими и обходительными. Уважаемый шейх, скажите, пожалуйста, на предыдущей нашей встрече в 2008 году нам посчастливилось взять у вас интервью, и тогда мы коснулись вопросов тасауфа, и вы привели доводы в пользу тасауфа и людей суфизма. При этом вы отмечали, что ни одна из наук, которая дошла сегодня до наших дней, либо в чтении Корана, либо хадисоведении, она не обходилась, сильсиля в этих науках не обходилась без людей тасауфа. Не могли бы вы привести какой-либо пример, для того, чтобы это более полноценно и как бы более достоверно выглядело? Я уже упоминал ранее, что нет ни одной науки без цепи преемственности, санад. Общеизвестно, что и религиозные знания дошли до нас не иначе, как через санад, передано от Ибн Сирина. Поистине, религия — это наука. Смотрите, от кого вы ее перенимаете. Наша умма отличается тем, что ее наука передается через санад посредством людей, отвечающих следующим требованиям. Их свидетельство беспрекословно принимается, они не являются лжецами и невеждами, обладают точными знаниями и хорошей памятью. Все способы чтения книги Всевышнего, 7, 10 или 14, переданы через санад. Так составлены все достоверные книги по хадисам имама Бухари, имама Муслима и другие. Исследуя, проверяя и уточняя все иснады, известные в мире со времен имама Бухари, можно убедиться, что нет ни одной цепочки передатчиков к написанному в его великой книге, в которой бы не было многих людей тасауфа. Мы обращались к тем, кто порицает людей тасауфа. Если вам известен санад любого из видов чтения книги Всевышнего Аллаха, в котором бы не было людей тасауфа, известных людей, предъявите его нам. Но такого нет.
Этот вопрос возник не сегодня. За многие годы никто не смог найти такого санада чтения книги Всевышнего, сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть лишь санад Ахлюс Сунна валь Джамаа, коими являются последователи 4 мазхабов – шафииты, ханафиты, ханбалиты и маликиты, а также последователи акиды ашаритов и матуридитов и путей тасауфа. أشاعرة أو ماتريدية العقيدة صوفية المشرب والمسلك. В мире нет санада чтения книги Всевышнего и достоверной сунны его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, являющихся основой веры, в котором не было бы этих людей, последователей 4 мазхабов, ашаритов, матуридитов, по акиде и суфиев. Следовательно, это истина. Если бы тасауф или убеждения его людей не были бы правильными, то в мире сегодня не существовало бы ни одного достоверного способа чтения книги Всевышнего, ни одного достоверного санада ни в сборнике Бухари, ни в сборнике Муслима. Получается, что мы как будто хотим разрушить основы веры, наши авторитетные источники, источники ислама, которыми являются Коран и Сунна. Мы будто хотим разрушить все это. Те, кто обвиняет весь тасауф, находятся в неведении относительно этого очень важного вопроса. Они не понимают, что тем самым опровергают санад своей веры, опору всего ислама, но возможно, что некоторые люди имеют искаженные представления о тасауфе. Ведь судят о нем по тем людям, которые претендуют на звание суфиев, но не являются из их числа, или не понимая чего-то, обвиняют весь тасауф и всех суфиев в ложных убеждениях. Мы призываем таких: думайте, учитесь, читайте книги Ахлюс Сунна валь Джамаа, как, например, Сахих имама Навави. Наиболее известным из всех комментариев к Сахиху Муслима являются комментарии Навави, на которые опирается весь исламский мир. В первом томе этого труда имам Навави, возводя свой иснад к имаму Муслиму, говорит: «Я передаю Сахих Муслима от такого-то, а он из имамов тасауфа, далее от такого-то, а он был из числа суфиев». Имам Навави, комментируя Сахих Муслима, удостоверяет, что во всех цепочках его передатчиков есть имамы последователей тасауфа. Это один пример. Другой пример. Ибн Хаджар, написавший комментарии Фатхуль Бари, имам Касталани и другие тоже были последователями тасауфа. Все они являлись ашаритами, последователями мазхабов Ахлюс Сунна валь Джамаа. Это ясно как Божий день, но в нынешнее время невежды с закосневшими мыслями, не умея перенять знания у ученых, не хотят видеть эту ясную истину сами и скрывают ее от других. Но те, кто руководствуется основополагающими книгами и авторитетными источниками Ахли Сунна, найдут в них истину ясной как солнце, если сверятся с комментариями к хадисам Муслима, Бухари и со сведениями о передатчиках способов чтения книги Всевышнего. На ваш взгляд, может ли человек достичь успехов в постижении и познании Всевышнего Аллаха без духовного наставника? То есть таких успехов самостоятельно. Это во-первых. Во-вторых, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, путь тасауфа и путь ихсана, путь суфизма подвергается такой критике в сегодняшние дни? Как вы знаете, тасауф – это путь воспитания. 4 мазхаба – это богословско-правовые направления школы фикха. Ашариты и матуридиты известны как последователи имамов вероубеждения. Тасауф – это и мазхаб, и путь воспитания, и способ. Воспитание обязательно исходит от воспитателя. В этой умме все основано на передаче опыта.
Знания получают от тех, кто ими обладает. Акида перенимается у ученых и сверяется с ее текстами. Сулюк тоже берется от его последователей. Человек нуждается в воспитании. Эту умму воспитал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал: «Меня воспитал мой Господь и сделал это хорошо». Аллах послал его, дав воспитание. Он был послан к неграмотным людям, как посланник из их числа, читающий им его знамения, аяты, очищающие их воспитанием и обучающие их писанию и мудрости. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, очищал и воспитывал своих сподвижников. Те, в свою очередь, воспитывали следующее поколение. Со временем среди мусульман стали выделяться личности, наиболее достойные и способные в деле воспитания. Это были имамы из потомков пророка, саллиллаху алейхи вассалям, имамы-предшественники. Они стали авторитетными источниками в этих вопросах. Также и с фикхом. Все сподвижники перенимали фикх у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, но и среди них особо выделялись такие известные факихи, как 4 халифа: Ибн Мас'уд, Муаз ибн Джаббаль и Зайд ибн Сабит. Эти люди прославились своим знанием фикха, к ним по этим вопросам обращались больше всего. Все сподвижники учились у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, но именно эти стали известны как факихи сподвижников. Известные факихи были и среди табиинов, следующего после сподвижников поколения, но наибольшую известность в этой области приобрели имамы Шафии, Ахмад, Малик и Абу Ханифа. Они стали признанными знатоками фикха, и в последующем умма не признавала тех, чьи знания не соответствовали их мазхабам. В течение долгих веков умма руководствовалась этими мазхабами и придерживалась их. Кто-то учился фикху у одного, тот у другого, и так до имама Шафии. Так стали известны мазхабы. Почему дело не может обстоять так же и с воспитанием и очищением? В этом деле тоже есть знаменитые имамы, известные еще со времен сподвижников, которыми восходят все санады воспитания. Наиболее известными из них были 4 халифов, особенно Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху анху. Да будет доволен им Аллах. После них имамами были внуки пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Хасан и Хусейн. Затем следует Али Зайнуль Абидин, после него Хасан Басри и другие из числа сподвижников и табиинов. Их больше всего занимали вопросы воспитания. Люди приходили к ним, слушали их проповеди, наставления и, следуя им, очищались. Как и в фикхе, в воспитании тоже выделились мазхабы. Появились такие имамы, в большинстве своем потомки пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как Абуль Хасан Шазали, Мухаммад Накшбанди, Ахмад Рифаи, Абдуль-Кадир Гилани, факих Мухаммад ибн Али, с именами которых в последующем стали связывать мазхабы в воспитании. محمد بن علي وهؤلاء معظمهم من أهل بيت رسول الله فاشتهروا بهذه التربية ورجعت إليهم بعد ذلك. У людей возникла потребность в шейхе, который воспитывал бы их, учил, как отличить истину от лжи, показное от чистосердечного, как распознать наущение шайтана, как даже в одиночестве вести себя перед Аллахом подобающим образом, как общаться с людьми и наставлять их. كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في خلوته وكيف يعامل الناس فيربيه ويهذبه. Мы знаем, что человек рождается нуждающимся в знании и воспитании. Знание, как уже было сказано, приобретается посредством обучения, а хороший нрав посредством воспитания. То есть качества воспитываются, а знаниям обучаются. Так же, как в учителе, который обучает, я нуждаюсь и в том, кто меня воспитывает. Некоторые люди претендуют на то, чтобы называться шейхами воспитания, не являясь таковыми на самом деле. Тасауф чист от них и не имеет к ним никакого отношения. Тасауф отрекается от тех, кто называет себя шейхом, не являясь таковым в действительности.
Мы считаем, что выносить фетву может лишь тот, кому разрешили это делать шейхи его времени. Мы разрешаем тебе такому-то быть муфтием. Так и воспитывать может лишь тот, кому общепризнанный шейх разрешил воспитывать ищущих знания, очищать их, очищать души мюридов. То есть он должен быть достоин этого и иметь на это разрешение. По мнению ученых, шейхом может стать только тот, кто отвечает следующим требованиям. Он должен быть сведущим в шариате и действующим в соответствии с ним и иметь разрешение, передающееся по цепочке шейхов этого пути воспитания. Обвинения в адрес тасауфа в большей части вызваны двумя причинами. Первая из них – его искажение. Тасауф не является испорченным, порочным, но есть люди, которые искажают его и утверждают, что они суфии, в то время как они не следуют мазхабу истинного тасауфа, тем самым дискредитируя его. Вторая причина состоит в том, что отклонившиеся от истины упорно не желают признавать, что люди, искажающие тасауф, в действительности не имеют с ним ничего общего. Они стремятся обвинить весь тасауф и таким образом искоренить его. Это и есть цель шайтана и врагов ислама, ведь они знают, что ислам в мире распространяется благодаря тасауфу. В большинстве стран мира, в Восточную Азию и Африку, в Россию, ислам пришел через тасауф благодаря людям воспитания, их молитвам. И то, что во многих странах ислам получил распространение благодаря воспитательной работе и чистосердечной мольбе ко Всевышнему Аллаху, установлено многочисленными исследованиями. Саиди Мухаммад, скажите, пожалуйста, вот люди тасауфа обращают особое внимание на адаб, то есть на этику. Этику поминания Всевышнего Аллаха, этику взаимоотношений друг с другом и, естественно, этику по отношению к своему духовному наставнику, то есть к устазу. К великому сожалению, у нас достаточно много разговоров бывает по поводу этики отношений к своему устазу. Целование руки устаза, вставание во время, когда входит устаз. Что бы вы сказали по этому поводу? Можно ли целовать руку своему духовному наставнику, муаллиму, вставать, когда он заходит? Насколько это правильно, такое поведение? Нет сомнений, что адаб – это основа нашей религии. Адаб по отношению к Аллаху, к Его творениям – это почтение ко всему, что возвеличил Аллах. Сейчас время хаджа. Всевышний сказал: «Возвеличивание обрядового поклонения Аллаху поистине от богобоязненности сердец». Он не говорит, что возвеличивание чего-либо, кроме Аллаха, это заблуждение или отдаление от Него, не говорит, что это недопустимо. Да, нельзя возвеличивать ничего и никого, кроме Аллаха и того, что Аллах возвеличил сам и велел возвеличивать нам. Всевышний Аллах побуждает нас почитать некоторые обряды, как и некоторые места. Сказано: «Поистине Сафа и Марва из обрядовых знамений Аллаха, и мы возвеличиваем эти холмы». Аллах велит нам возвеличивать Его обряды и говорить, что Сафа и Марва – не что иное, как камни, но они связаны с поклонением праведных людей, в данном случае нашей матери Хаджар, жены Ибрахима, алейхиссалям, и матери Исмаила, алейхиссалям. Аллах велит нам возвеличивать Его обряды и говорить, что Сафа и Марва – не что иное, как камни, но они связаны с поклонением праведных людей, в данном случае нашей матери Хаджар, жены Ибрахима и матери Исмаила. Это место возвеличено, потому что оно связано с поклонением праведников. А можно ли почитать гору, как одно из знамений Аллаха, и не почитать того, кто был причиной ее возвеличивания? Ученые Ахлю Сунна говорят, что из всех достойных возвеличивания есть 5 величайших. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, священная книга Коран, Кааба,
месяц Рамазан и обряды хаджа. Почитание их – величайшее из поклонений Аллаху. Далее то, что связано с поклонением. К примеру, у нас имеются животные для жертвоприношения – овцы, коровы, верблюды. Когда мы приносим их в жертву ради Аллаха, это становится почитаемым обрядом. То есть сами по себе это просто животные, но намерение принести в жертву возвеличивает их. В таком случае нет сомнения, что наследники пророков, наследники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из числа знаковых явлений Аллаха, которые тем более следует возвеличивать. Обучение этике в отношении ученого тому, что нужно вставать перед ним, целовать ему руку, все это возвеличивание носителя шариата Аллаха, его религии. Имам Навави, один из величайших имамов Ахлю-Сунны, написал книгу о шариатской норме целования руки. Он упомянул в ней о целовании рук родителям, назвав это желательным, о достоинстве целования руки ученому, привел много риваятов о тех, кто целовал руку пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Таких было много, тех, кто целовал руку посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его голову, колено, даже ступни. Когда наш господин Зайд ибн Сабит пришел к Ибн Аббасу, двоюродному брату пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот придерживал за поводья его верховое животное. Зайд ибн Сабит сказал: «Оставь, о двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Ибн Аббас ответил: «О Зайд, нам велено поступать так с нашими учеными». Тогда он взял руку Ибн Аббаса, поцеловал ее и произнес: «А нам велено поступать так с людьми дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Это достоверный риваят. В таком случае возвеличивать ученого, не выходя за рамки шариата и ограничения веры, значит проявлять уважение к нему. К примеру, не следует приступать к еде раньше шейха, идти впереди него. Нужно вставать, когда он войдет, усадить его на лучшее место, прислуживать ему по мере возможности, во всем оказывать помощь, содействие, поддерживать его за руку. Все это из основ нашей веры. Нам велено уважать старших. Уважение к сединам мусульманина – это тоже возвеличивание Аллаха. В таком случае я не вижу никакой причины для проявления непочтительности и неуважения к шейхам. Просто некоторые высокомерные люди не представляют, как можно служить кому-либо. Это значит, что души их больны и нуждаются в очищении и воспитании. Рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники вели себя так, будто на головах у них сидели птицы. Они не поднимали на него глаз. В Сахихе сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выплевывал слюну не иначе, как она попадала в руки одного из них. Представьте, они не давали его слюне упасть на землю, подставляя руки и натирали ею свои лица и тела. Стоило ему начать говорить, как они превращались в слух. Стоило ему приказать что-то, они торопились выполнить его веление. Есть ли кто-либо другой, кого бы возвеличивали так, как возвеличивали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники? Место пророков заняли их наследники, их уважают и почитают, и мы проявляем к ним адаб, считая это адабом по отношению к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и другим пророкам Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что они хранители доверенного им Аллахом, и потому что они те, кто наставляет нас и ведет к Аллаху. Велики их достоинства и заслуги перед нами. Мы считаем благодетелем любого, кто поможет нам в жизни. Как же назвать того, кто протягивает нам блага обоих миров, обучая тому, что приближает нас к Всевышнему Господу?
Саиди Мухаммад, скажите, пожалуйста, вот в последнее время среди молодежи стали популярна тема джихада. Скажите, пожалуйста, что такое на самом деле джихад и, на ваш взгляд, почему джихад сегодня ассоциируется только с военными действиями? Более того, к великому сожалению, мы стали свидетелями у нас в России того, что, основываясь на, ссылаясь на джихад, молодые люди начали подрывать себя в общественных местах, в метрополитенах, в автобусах и так далее. При этом страдают, в зону подрыва попадают и дети, и старики, и женщины. То есть это люди, которые не имеют никакого отношения ни к силовым структурам, ни к чему подобному. Вот действия подобного рода, которые на самом деле становится причиной того, что мусульман начинает в последующем преследовать, и им начинает усложнять жизнь. Действия подобного рода, насколько они оправданы вообще, насколько можно ссылаться на джихад и делать подобного рода поступки? نعم الأصل في ديننا هو الرحمة بخلق الله وطلب هدايتهم. Основа нашей религии – милосердие к творениям Аллаха и их наставление. Джихад был предписан земной жизни в случае крайней необходимости. Мудростью Всевышнего Аллаха земная жизнь устроена так, что некоторые дела решаются